Немного статистики. В начале каждого учебного года средства массовой информации Министерство образования Республики Татарстан выдает информацию о количестве детей, которые выбрали в качестве обязательного изучения родной татарский язык. В 2022 году таковых было более 63%. Это более 283 тысяч детей. Но больше половины из этого числа, а если быть точнее, 60%, это дети, которые татарский язык изучают по облегченной программе. Именно в школе на уроках татарского языка их должны научить строить самые простые речевые обороты, понимать речь и отвечать на вопросы. То есть прививать самые важные коммуникативные навыки. Вы думаете, мы изобрели велосипед? Нет, этими проблемами в Татарстане ученые, методисты, учителя-новаторы занимались свыше 30 лет. Почему же тогда за такой длительный срок мы так и не научили наших детей говорить? Шуман командасынан, Идель командасына якынлы кайнар сәлем. Вы думаете, это видеомонтаж, магия телевидения, а может, что и покруче той самой постановки с американским флагом на Луне? В то, что происходит на этих архивных кадрах, действительно верится с трудом. В 2010 году русскоязычные дети из Елабуги и Казани приняли участие в татарской программе «Томще шоу». В этом интеллектуальном батле дети в поединках не размахивали речевыми штампами, а фехтовали аргументами исключительно на татарском языке. Оқушылар сәләттә үш атна дәвамында кайларда шөгыльләнәләр? Оқушылар үш атна дәвамында анда иҗади мәйданчыкларда, остаханәләрдә шөгыльләнәләр. Это история 3 десятилетий, которые своими корнями уходят на северо-восток Татарстана. После того, как татарский язык в качестве второго государственного языка республики стал обязательным для изучения, ученые начали ломать голову над тем, как его преподавать детям, для которых он не родной. Этим вопросом задавались не только в Казани. Набережные Челны, где годы суверенитета были восприняты с особым национальным духом, стали самой настоящей экспериментальной площадкой. Именно здесь впервые ученые-лингвисты, учителя-методисты и новаторы, взяв за основу мировой опыт изучения языков, начинают разрабатывать свою коммуникативную методику по преподаванию татарского языка в качестве иностранного. Для этого была создана фокус-группа, куда вошли свыше 80 школ по всей республике, 119 педагогов и более 2000 учеников. Главное условие – полное погружение в языковую среду. Ни одного слова на русском. Новые слова изучались с помощью движений, картин. Хоть что делай – прыгай, играй, плачь, пой, но только на татарском языке. По образованию учитель французского и немецкого языков Рузалия Нигматуллина одна из тех, кто начинал этот путь практически с нуля. Еще будучи школьным учителем, ей пришло осознание того, что учить русскоговорящих детей татарскому как родному языку нельзя. Право, как и любому другому иностранному. Тут нужен совершенно другой, коммуникативный метод обучения. По ее словам, в эксперименте все было продумано до мелочей, но главное – это полное языковое погружение. На таких уроках все новые слова учитель давал детям без перевода. В те годы набережные Челны стали известны на весь Татарстан. Мы несколько лет подряд занимали первые места на Олимпиадах. Первые успехи были у меня. 7 моих учениц, русские по национальности, поступили на факультет татарского языка. Каждый новый урок, который выходил из-под пера ученых, проходил апробацию в школах. А учителя-предметники выносили свой вердикт или же выносили свои коррективы, насколько готов материал для тиражирования. В итоге была построена целая система «Наука, школа, общество». Через 3 года после начала этих широкомасштабных работ было проведено исследование, поразительные результаты которого, к слову, до сих пор не нашли достойную оценку. Все дети, принявшие участие в эксперименте, всего за 3 года овладели всеми сферами речевой компетенции, то есть могли свободно говорить, понимать, отвечать на вопросы и задавать вопросы сами. Я начала учить татарский язык в детском саду, но в 5 классе по-настоящему полюбила этот предмет.
Одна из участниц проекта Яна Сабирова сегодня очень сожалеет о том, что то зерно, которое было заложено в детстве, она не смогла взрастить до конца. Согласно научным исследованиям, язык при желании можно изучить за 3 года, но если его не использовать в повседневной жизни, в последующие 3 года человек теряет эти навыки. В любом случае, для Яны татарский язык стал языком межнационального согласия и культурного обогащения. И это не какие-то абстрактные слова. Эта цель в многонациональной республике имеет, наверное, даже большую ценность, чем лингвистика и филология. Из 12 человек в группе 3 из нас были олимпиадниками. 1, 2, 3 места получили, в частности, по олимпиаде татарского языка. И как раз-таки интересно получается, что мы 3 вышли замуж за татар. Новые люди, новые правила. В ожидании быстрого результата мы привыкли часто менять коней на переправе. В итоге начатое дело не доводим до логического конца, увы. Но сегодня отголоски тех больших достижений слышатся все реже и реже. Проект этот продлился всего лишь несколько лет. Всего лишь несколько школ и пара сотен учителей смогли по-настоящему овладеть этим искусством говорящих символов. Но те, кто остался верен своей дороге, признаются в правильности своего пути. На уроках мы используем разные игровые материалы. И лото, и домино. Они садятся за парты, общаются на татарском, играют. У нас все уроки проходят очень живо и интересно. Мы стараемся для родителей проводить родительские собрания, показывать фрагменты уроков в вот таких вот игровых формах. И именно благодаря этому родители соглашаются на то, чтобы их дети изучали татарский язык. Там есть все формы, как нужно давать детям лексику, грамматические структуры языка, как это все связывать и выходить на диалог и монолог. Это очень сложная задача. Нельзя относиться к этому так легко, поэтому мы не видим сегодня результатов, поэтому наши дети сегодня не говорят. Очень жаль, что такой важный проект не получил продолжения. Были написаны учебники, разработаны учебно-методические комплекты, но этой работе, к сожалению, не уделили должного внимания. У меня никогда не было вопросов, откуда взять задание, на каком этапе урока его использовать. В этой системе было все. Но сегодня я не могу работать по этим учебникам, так как их нет в федеральных списках. Учителя, конечно, их могут использовать только в качестве учебного пособия, но школы никогда не будут закупать и учебники, и пособия одновременно. С тех пор многое поменялось в современной школе. Сказать, что в лучшую сторону, наверное, все-таки слукавить. Ограниченность выбора учебников, учителя родных языков могут использовать только те, что в федеральных списках, сокращение часов преподавания и увеличение количества детей, не владеющих родным языком. Свыше 280 тысяч детей сегодня в Татарстане выбирают татарский язык в качестве родного. 170 тысяч из них – это дети, которые не знают его совсем. Но они хотят узнать его ближе. И кажется, что когда-то мы были так близки к этой цели. Эльзира Юзаева, Иринас Васиков. 7 дней.